При содействии общественной организации «Союз граждан России» Очимчирская районная больница получила измерители артериального давления и уровня глюкозы в крови, медицинские ходунки, костыли, трости, а также инвалидные коляски. На церемонии передачи оборудования присутствовали представители районной администрации, Центральной больницы, Союза граждан России и Дома Москвы. Сегодня очень необходимая вещь. И предоставили коляски для инвалидов, манометры. Список будет опубликован. Надеемся, что еще будут подарки дальше какие-то для нашего района. Так что всем спасибо. Все переданные медицинские принадлежности индивидуального пользования необходимы в работе стационара Очимчирской больницы. Список оборудования составляли врачи. В целом гуманитарная помощь была закуплена на сумму около 300 тысяч рублей. Прежде всего, тоже хочу поблагодарить правительство Москвы за оказанную помощь. Это на самом деле все предметы, которые были переданы нам, они необходимы как в работе стационара, так и в поликлинической службе. Некоторые предметы мы сможем предоставить инвалидам по общему заболеванию, то есть это те предметы, без которых хроники не могут. Особенно глюкометры, они очень нужны диабетикам, тонометры для измерения артериального давления, особенно в тех случаях, когда рядом человека нет, какой-нибудь пожилой, и он сам себе может электронные, очень хорошие. Коляски, которая у нас, честно говоря, в больнице была очень давнишняя, старая, и всю пандемию мы боялись, что она сломается. Вот теперь у нас есть возможность новых колясок. Это очень здорово. Огромное спасибо еще раз. Подобные акции по безвозмездной передаче необходимого медицинского оборудования проводятся регулярно в целях поддержки российских соотечественников. Выделение субсидий на оказание помощи реализуется Домом Москвы в Сухуме при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей столицы России. В правительстве Москвы есть определенные субсидии по оказанию разного вида помощи соотечественникам за рубежом. У нас такие мероприятия проходят регулярно. Люди могут обращаться к нам с заявками о необходимых каких-то вещах, и мы, в свою очередь, проводим всю работу для того, чтобы подобные мероприятия реализовывались. В 2020 году Дом Москвы передал медицинские изделия в распоряжение врачебной амбулатории села Псху Сухумского района. Годом ранее, в 2019-м, Центральному военному госпиталю Министерства обороны Абхазии, а в 2018 году Сухумскому дому-интернату для престарелых и инвалидов. Рада Чачава, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.